первую очередь не может не радовать архитектура, самое настоящее произведение искусства. Здание в классическом исполнении Владимир Уйба называет космическим строением. На торжественном и даже историческом открытии звучит много фактов, связанных с этим местом, и главный из которых, что объект сдан на год раньше. Чем не подарок к столетию Коми? Действительно, такой удивительный прорыв из прошлого в настоящее и в будущее, из 1942 года, когда был построен старый вокзал, современное, цифровое, умное будущее. Поэтому, конечно, такой вокзал даже уезжать не хочется. А раньше срока во многом благодаря инновационной технологии 3D-моделирования. Пока укладывали фундамент, в это же время собирали блоки стен для последующей сборки на месте. Да и вообще, все оборудовано по последнему слову. Современные системы охраны, пожаротушения, видеонаблюдения, вентиляции и обогрева. А для контроля за инженерными сетями применена технология диспетчеризации, когда все данные попадают на единый пульт дежурного. Это у нас пути, когда прибывает поезд. Ну, сейчас ближайший будет только вечером, поэтому оповещение не будет. Здесь набирается, то есть мы сами ручной будем говорить, на какой вести, какой будет путь, на какой путь будет принимать. Одноэтажный комплекс – территория сверхкомфорта. Такой же современный вокзал сегодня имеется только в Емве. Зал ожидания может вместить 50 человек. Есть комната для пассажиров с детьми, туалеты, водоснабжение, то есть то элементарное, чего так не хватало в постройке предшественники 1942 года. Все здесь адаптировано под маломобильных граждан. И даже перрон, и даже стоянка безбарьерные. По сравнению с тем вокзалом, который тут был, да, 2 деревянных скамейки, да, и 3 пассажира. Я думаю, сейчас пассажиропоток, наверное, в связи с этим строением вокзала увеличится в разы. Потому что в принципе, все мероприятия предусмотрены. Атмосферу города газовиков и железнодорожников в рамках этого события в новых стенах как-то по-особому передает экспозиция картин из нефти питерского художника Виталия Касаткина. Работы под объединяющей темой «Чудское масло» совсем недавно прибыли из самого Парижа. Попробовать создать свое творение при помощи разных оттенков предложили и почетным гостям. А это специально по случаю, бонусом, так сказать. На перрон прибыл раритетный советский магистральный паровоз П-36, который 30 лет был памятником в Шарье Костромской области, а теперь вошел в состав ретро-движения Северной железной дороги. Эти ребята в костюмах, кстати, одними из первых специально приехали сюда на фотосессию. Решились и сами приехать, себя показать. Показать, что есть в городе такой клуб «Паропанка», «Золотая эпоха». Там очень здорово, прекрасный музей, достаточно интересно. Очень много экспонатов, очень много фотографий, много всего познавательного. Это раньше в эту часть города люди ехали по необходимости. Сейчас это еще одно новое место притяжения горожан. Причем, как видим, не только из Сосногорска. Впрочем, такую задачу, похоже, и ставили все причастные к этой большой работе. Роман Истомин, Виктория Науменко, Дмитрий Рык, телеканал Юрган, Сосногорск.